Давайте 4 по одному и 4 по 2. Поехали. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Поворот. Бах. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще и бах. 2, 3, 4, 5, 6. Точка. И рам. Пам. 3, 4. Еще один одинарный. И раз. Культурное наследие народа в самую первую очередь занимает язык, конечно же. Потому что благодаря языку мы можем удержать нас как народ. А все остальное, ну как, тоже немаловажное, да, это песни, это музыка, это хореография, также там обряды, изобразительное искусство, это тоже немаловажно. Это, конечно, все идет после языка, но для меня это все на одном уровне, потому что каждый, так сказать, вносит частичку, да, в культуру нашего народа от себя. Ну, я чувствую вклад не в восстановлении, а в продолжении. То есть то, что было, за нас уже восстановили. Это Джамиле Ханум Османова, Мунир Ага Аблаев, Ремзия Бакал. Мы уже молодое поколение, занимаемся модернизированием, дальнейшим развитием, да, то есть мы вносим свой вклад как продолжение хореографии крымско-татарской. Не так, что мы взяли там наши 5 танцев, это там Аграва, Чобан, Явлух, и все, мы вот держимся за них. Нет, мы продолжаем, пытаемся найти что-то новое. Пошли и 5, 6, 7, 8. Теперь просто влево поворот и точка. Раз, два, три, 4. И теперь давайте там накрыть. Да, 2 руками открыть, поворот и точка. И чисто такой, 1 рука на точку. Да, допустим. Поехали, все собираем. Вправо. И раз, и 2, 3. Обходка. 5, 6, 7. Поворот. Раз, два. Точка. И накрыть, открыть, поворот, точку держим. Танцы напрямую связаны с музыкой. Если не будет развиваться наша музыка, музыкальное искусство, то нам, танцорам, вообще делать здесь нечего. Если мы говорим о развитии хореографии, о развитии танцев, то это в первую очередь, ну, это же культура, а окультурить это можно благодаря классике. То есть еще больше привнести классики в наш народный танец. Это балет. Классика — это вот, так сказать, фундаментальная, да, фундаментальная всех народных танцев. Когда мы видим, допустим, различные постановки, да, других народов, технику, и мы начинаем сравнивать. То есть, допустим, мы берем технику, ну, далеко не ходим, там, грузины, да, очень танцевальная страна, Грузия, там, от вот такого все танцуют. Техника, ну, у них просто вот мы с ними соревноваться, это практически нереально, потому что хореография, видно, что хореография их развита на голову выше, чем наша. Вот честно говорю, да, как есть, реально. Видно развитие, то есть это произошло... Может быть, это связано с тем, что их традиции не прерывались, традиции танца? Да. Да, это именно с этим и связано, потому что в 1944 году, когда наш народ выслали, в тот момент, да, в других странах только началось вот это развитие. И они с того момента и по сей день, они продолжали развивать свою культуру, свой фольклор и свое наследие, да. Когда мы возвращались, да, задача была просто сохранить то, что было, и не потерять хотя бы те фундаментальные, да, постановки хореографические, такие как Аграва Вехайтарма, Чобан, Тым-Тым, Явлухоин, Хоран. Вот, да, 5 основных, которые знают все, да, кто как-то связан, не связан с культурой. Все. И на сегодняшний день мы знаем столько же. Ну, и получается, что сейчас для всего Крыма у нас один танец. То есть, допустим, в музыке у нас есть отличия, в песнях есть, в языке даже есть отличия, а в хореографии отсутствует, потому что утеряна. Допустим, информация, которую я знаю вот Раметли Ремзия Бакал. Все, вот информацию, которую мы узнали, такая, что ялыбойский танец это высокие прыжки. Это, как она нам рассказала, это она знает от своего отца, от Усина Бакала. И все, что она от него узнала, это вот это. Ялыбойский танец — это высокие прыжки, такое все, горная местность. Татский, да, танец, назовем его, Бахчисарай, центр, это более гордые, важные такие
такие танцы, да, более образные. Если мы говорим о ногайских танцах, то движение больше степь, да, внизу больше движения, то есть более короткие движения, вот такое. Все, это вся информация, которая известна нам о этой теме. После каждой поездки у нас появляется мотивация. Мотивация действовать и развивать конкретно нашу культуру. Потому что когда ты видишь, как другие народы развивают конкретно свою культуру, не отходя ни вправо, ни влево, а конкретно свою культуру, свой фольклор, то возникает просто непреодолимое такое желание делать то же самое с нашей культурой, с нашим танцем. И каждая наша поездка, куда бы то ни было, да даже местные, да, поездки, но и когда выезжаешь за границу, ты чувствуешь свой вклад, что ты тоже есть в этом мире, что ты как народ, да, как целый народ, и ты начинаешь по-другому на все на это смотреть, начинаешь, так сказать, оценивать. То есть и в сравнении ты понимаешь, что мы не на самом высшем уровне и не на самом низком, что то, конечно, радует. То есть мы где-то в середине, да, в таком балансе, но хочется поднимать этот уровень. Я не говорю, что мы должны быть там лучше кого-то, да, там. Нет, мы должны быть лучше себя в первую очередь и должны развивать конкретно наш танец, нашу культуру. Джафер, скажи, как ты относишься к так называемому кавказскому стилю и влияние его сегодня на танцевальную вот эту повестку, танцевальную культуру крымских татар? Угу. Ну, сегодня уже получше эта ситуация. То есть, если раньше это было катастрофой, да, когда чуть что мы начинаем подражать, мы не начинаем демонстрировать точности, мы начинаем подражать другой культуре. Допустим, вот мы говорили о выезде за границу, за пределы. Вот последняя, да, Грузия. Это Кавказ. Они наши танцы не танцуют. Они развивают конкретно свою культуру, свои национальные танцы и все. Они не распыляются. Когда мы говорим про народ, про крымско-татарский народ, когда мы демонстрируем это где-то, тогда да, тогда мы должны демонстрировать исключительно свою культуру. Мы не можем поехать в Грузию и танцевать там грузинский танец. Это будет неправильно с нашей стороны и неуважительно по отношению к нашему народу. Мы едем за границу, чтобы представить свой народ, представить свою культуру и, так сказать, показать нашу идентичность. Я не видел, как грузины танцуют крымско-татарские танцы. Я вообще не видел, как другие народы танцуют крымско-татарские танцы. То есть, или это выглядит очень, так сказать, нелепо, да, это именно нелепо выглядит. Мы не должны забывать, что у нас есть своя народная культура, которую мы должны постоянно развивать, потому что даже каждый день на счету у нас. Каждая репетиция у нас на счету. Мы не можем, да, себе позволить сейчас вот заниматься изучением там, лезгинки. Когда я начал, да, вести ансамбль, мы танцевали раньше разные народные танцы. Это хорошо, я не считаю, что это плохо. Уметь там другое, быть разносторонним, это очень хорошо. Но когда мы говорим про нашу хореографию, я столкнулся с тем, что уровень немножечко не тот у нас по сравнению с теми же другими народами, с тем же Кавказом. С тем же Кавказом у нас слабее уровень, я согласен, в целом. На сегодняшний день мы должны развивать нашу культуру, нашу хореографию, да, конкретно, везде, где мы только можем. Вот здесь, на свадьбе, на сцене, везде, где возможно. Свадьба, я не могу сказать, что это там плохо, это там, как условно, болото. Нет, 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 нет. Свадьба – это своего рода площадка, там, где тесный контакт со зрителем, где люди видят, где у нас, как у танцоров, там, как у певцов, у музыкантов, есть возможность приучить нашего зрителя немножечко к нашей культуре. Потому что многие далеки от этого. А на свадьбе, да, когда человек сидит в расслабленной обстановке, он видит, он слышит, да, и тем самым у нас есть какой-то шанс, да, донести до человека что-то. И раз, два, три, два, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, не получится. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, два, 5, 6, 7. И раз, два, три, два, 5, 6, 7. Точка.
Şimdi biz Yanju koyda, bu Qarbabamның koyu, Ablamid Qarbabamның. Mında Qarbabamның evi бар, тура yerде, ama onda kirmek olmaz. Bu evini bir Kazak memleketlerden adamlar aldı onu ve içine bizni kirgizmey. Sonki kere bizge ayttılar, yok olmaz, bu endi bizim evimiz ola, endi kelimiz böyle. Bana bir böyle kısmet geldi, bir güzel Xorontada doğmak. Anam hocam ola, babam çalgıcı, babamın babası benim Qarbabam. Bu köyden, bu Yanju koyu, benim bitam, rahmetli bitam, Ozenbaş köyden. Men tat olam. Balalıktan aklımda nasıl biz her yıl mında toplaştık. Toplaşıp günlerde koydaşlar arasında ve balalıktan çok bir güzel hatırlar mende kaldı aklımda. Sağ olsun Qarbabam böyle hatıralar için. Balalıktan aklımda bu eski cami. Şimdi bunu garıdan teklediler. Pek güzel oldu. Her bir insan öz tamirlerini bilmek gerek. Bu yaşayışta öz medeniyetimizni kotarmak için tamirni bilmek gerek. Tamirni bilmesen nasıl son işini devam yapmak? Bilmeyim. Şimdi herkes böyle Kırım'da her koyunun adları Rus dilinde. Ve çok koylar unutula, çok tamirlar unutula. Bana öyle kısmet geldi, ben bileyim, bana Qarbabam mında doğdu, Yanju koyda. Biz Qarbabamның evine yakınlaşamız. Bana eskiden kalgan dut evini endi yanıdan kurdular ve tek bir kuyu kaldı. Şimdi bakacağımız, su içeceğimiz sandan. Один кадр нужен. Один кадр нужен. С колодца вашего водички попить и все. Кузя. А вот старый домик, да? Вон старый домик. Здравствуйте. К вам в гости. О, вот это повеселее. Пошли. Кузя, пошли. А вот это не ваше? Слева? Нет, Вот он дом. Слева. Да, Точно? точно. Он сказал, один справа, один слева. Вот это слева. А его не пустили туда. Он говорит, заезжали, что-то, говорит. И... Честно, не знаю. А вот этот колодец, это вот тот старый Вот это тот старый колодец. Ну, уже реконструированный, да? По-любому. Конечно, он даже тут вот... Да, написано, по-любому. вот он, 70-й год. Когда Да. его сделали. Вот это дела. Да. Второй там у нас внизу есть еще один. Мы с него и пьем, и, в общем-то, воду больше. Он больше у него воды объем. Здесь он сделан прямо. Угу. Вот, ну вот, просто вот Вниз, да. прямой такой, да, вот метр он там, диаметр там
он прямой, метров 10. Вот. Но вот когда уже вот в те года, в этом году как-то больше дождей было, как-то не это, больше воды. Вот. А вот даже в прошлом году, в засуха, там воды вот так остается. То есть, мало. А в том он сделан кувшином. Выложен из камня тоже. Как и этот, в принципе. Вот. Но он кувшином сделал. Там где-то метра 3 диаметр. Мы его с тестем вычистили. Это дальше, который. Да, а там в огороде. Вот. И, ну, по мне, так всегда вот, как вот мы его вычистили, все привели в порядок. Вода мне больше нравилась, она слаще, что ли, была. Такая вот. Глина. Тут так растет, если воды... В конце августа, 27 что ли число, здесь собрание этих односельчан. Может, я и напутал. Ну, по телефону уже я с дедом так. Не знаю, если что, будем на связи с вами. Если этот домик вдруг захочет продать. Да, вряд ли. Не захочет? Да, ну. Мына Харбабамның хойдан су алдық. Ве Харбабама бұл су алып кетeceğim. Бекім Харбабам таныр ау незеті. Ве мана да бір севап қазанып бекім олыр. Мына қарба Янжудан келген су. Шыны Vay maşallah. Tanırsınız. Maşallah. Maşallah. O bu olmadı. Хана. Kana Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratel müstakim. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâlin. Amin. 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 Allah ya Rabbi. 80 yaşın geçken sonra özüm doğan üyün o gündeki kuyudan su çıkın içemine. Torunum, Cafer torunum su alıp geldi. Ana şu ben doğan üyün o günde olgan kuyudan su çıkarıp geldi. Bana Bismillahirrahmanirrahim. O mu? Oh. Vay sağ ol. Sağ ol Cafer. Sağ ol. Vay maşallah oğlum. Sağ ol. Sağ ol. Vay bon nezeti var. Başka da bon nezeti Cafer. Vay Allah. Böyle su yok bir yerde. Tek yancıda suyumuz o günde durağın kuyuda falan. Vay maşallah. Sağ ol. Sağ ol. Siz de sağ olun. Vay Harba. Allah.